Здравствуйте! В эфире программа «На волне» с Индирой Баймухамбет, и мы продолжаем знакомить вас с интересными личностями нашего региона. Сегодня у нас в гостях Ислам Евлоев, чемпион мира по греко-римской борьбе. Добрый день, Ислам! Как ваше настроение? Настроение хорошее. Мы очень благодарны вам, что вы нашли место в своем плотном графике и даете интервью нашему телеканалу. И, конечно же, первый вопрос, который я задаю всем гостям нашей передачи: с чего все начиналось, как вы попали в мир спорта? По поручению моего дяди, мой старший брат занимался борьбой. И по его поручению он меня взял с собой, получается. Мне было тогда 6 лет, я учился в 0 классе. И придя на первую тренировку, меня не хотели брать, но все-таки разрешили первую тренировку провести. Я потренировался, и тренер заметил какие-то качества во мне. Очень гибкий был, и решил меня взять в общем. И с этого возраста я уже занимаюсь. С этого возраста. Но вы не пожалели об этом? Нет, конечно. То есть борьба, именно этот вид спорта, он вас больше всех привлекает, да? Ну да, уже сколько занимаюсь. А другими видами? Я занимался много видами спорта. Бокс, плавание, легкая атлетика. Ну, именно борьба мне по духу больше. Вы можете вспомнить свой первый турнир, свое первое выступление? Может быть, вспомните свою первую победу? Прям вспомнить, честно говоря, тяжело, но я помню то, что первое место занял. Первое место сразу, да? Первое выступление? Ну, там не тяжелый турнир такой был. Самое запоминающееся ваше выступление? Так, это, наверное, чемпионат Азии в прошлом году. Это было в Омане. Обычно самые запоминающие — это самые тяжелые схватки. У меня тогда схватка была с иранцем. Просто 6 минут мы, не останавливаясь, боролись. После схватки я полчаса где-то не мог встать, наверное. Вот это самая запоминающая схватка моя. А самая главная победа? Естественно, чемпионат мира, то, что я сейчас стал чемпионом. Это самая большая награда моя на сегодняшний день. Расскажите как раз-таки об этой награде, о чемпионате мира, да, кто были вашими соперниками, и, на ваш взгляд, какая страна готовит таких отличных борцов? О чемпионате мира давайте. Давайте о чемпионате мира. Очень долго готовились, честно сказать, к этому чемпионату мира. Я уже выступал ранее 2 раза на чемпионате мира, и все неудачно, так скажем, сложились. Всегда мне немного не хватало. В 2021 году я вел чемпиона, он далее чемпионом стал. Я вел, и 15 секунд мне буквально оставалось, я отдал балл, из-за этого проиграл. В прошлом году также вел, и со счетом 7-1 вел, и проиграл 7-11. Всегда, то есть, рядом был, и немного не хватало, всегда не хватало дисциплины, еще чего-то во время тренировочного процесса. И в этом году с тренером пересмотрели все ошибки, добавили дисциплину, питание, и, в принципе, результат показал. Кто были вашими соперниками? Представитель Чехии, Турции, Китая и Германии. В финале с представителем из Турции боролся. Сегодня вы в какой весовой категории выступаете? Я выступал 82 килограмма, но сейчас перехожу в олимпийский вес 85-87. И вопрос, который я задала ранее, на ваш взгляд, какая страна готовит достойных борцов? Борьба развивается. Если раньше только, допустим, Советский Союз лидировал всегда, там определенные какие-то страны, то сегодня уже Эстония, все европейские страны, вообще борьба во всем мире развивается сейчас. Если говорить о кумирах, есть ли у вас люди, на которых вы равняетесь, может быть, даже в этом виде спорта? Есть, на кого я равняюсь. Это не обязательно должно быть в борьбе именно. Это 2 человека. Кстати, один из них мой родственник. Это Муса Юлоев, олимпийский чемпион, и Мавсар Юлоев, он тоже выступает в UFC. На них смотрю, я равняюсь. Вы сегодня уже немного говорили о своем тренере, но подробно расскажите, кто вас тренирует, где проходят тренировки. Мой первый тренер Щербаков Владимир Николаевич. Сейчас мой личный тренер, с которым мы уже 8 лет работаем, это Тукенов Кванзбек Каримович.
Мы с ним вдвоем от одного тренера, получается. Мы вместе начинали у одного тренера, как считаю. Вот. Много хорошего могу сказать о своем личном тренере Кунцбеке Каримовиче. Потому что тем, кем я сегодня являюсь, это все благодаря нему. Можно до вечера, честно сказать, говорить про него. Ну, скажу вот так, очень хороший тренер, на самом деле. Один из лучших в Казахстане. А где проходят тренировки? В основном в сборной тренируемся мы, в сборной Казахстана. А так, в межсезонье я тренируюсь в Петропавловске, в Виктории, где США Виктория. Под руководством наших тренеров это Ямпольский Сергей Анатольевич и Токинов Кунцбек Каримович. Сегодня в интервью вы сказали, что с тренером проводите работу над ошибками. Как? Вы просматриваете свои бои? Или какая-то есть еще другая техника? Ну, в основном, да, просматриваем свои схватки. И очень часто я тоже сам анализирую. И так сажусь обычно, беру листок бумаги, ручку и думаю над тем, что мне не хватает. Допустим, я сейчас знаю свои слабые места. Говорить не буду о них. Хотела только задать этот вопрос. Да. Вот вы сказали про дисциплину. Спортсмен, конечно, должен обладать, то есть живет на протяжении своей спортивной карьеры все время в дисциплине. Сложно ли соблюдать такой вот строгий режим? Знаете, я одно понял, то, что вот из 100%, если взять вот так вот, наверное, 80-70% это питание и дисциплина, режим сна, а только 30% это тяжелые тренировки. То есть, если спортсмен будет соблюдать вот эти вот питание, сон, режим, то результат неизбежен. А тренировки это обязательно, конечно, тяжело тренироваться надо, но после того, как ты уже начинаешь держать режим, дисциплину, это, наверное, самая главная вот роль спортсмена. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать профессиональный борец и какими качествами обладаете вы? Ну, их много вообще, но одно я скажу, самое главное, без которого не обойтись, да, это характер. Вот это самое главное. Потому что я знаю много спортсменов, которые на тренировках могут очень хорошо бороться, выигрывать там всех, а на соревнованиях просто они из-за, не знаю, так скажем, то, что они неустойчивы психологически, они слабые в этом, из-за этого они проигрывают даже слабым есть соперникам. Поэтому самое главное – это психология и характер. Угу. То есть у вас такой крепкий характер, вы можете сказать? Ну, можно так сказать. Не люблю вот себя хвалить, ну, наверное, еще так, да. Стеснительный, да? Вот перед выходом на ковер испытываете ли вы волнение? Если да, то как вы с ним боретесь? Честно сказать, волнения, они, конечно, у каждого человека есть, но у меня они не сильно, так скажем, выражаются. Я всегда понимал то, что за мной смотрит страна моя, мои родители. Перед схватками я смотрел на фото своего отца и матери, и я не представлял, как можно проиграть. То есть всегда перед боями вы смотрите фото родных? Ну, да. То есть ваша главная поддержка – это ваши родные и близкие? Я обещал вот своей матери, честно скажу. Мы сидели с мамой, я говорю, если я чемпионом мира стану, ты обрадуешься? Она говорит, да, очень сильно. Я говорю, ну вот я тебе обещаю, чемпионом мира стану. А мама смотрит бои? Мама не может смотреть, она переживает сильно, у нее давление поднимается. У отца также. Они следят за новостями, там дядя может смотреть, и им звонит, просто говорит результат. То есть бои не просматривают, да, родные? Вы сегодня являетесь студентом Козубаев University. Расскажите, на какой специальности вы учитесь? Я научусь на тренера-преподавателя. Честно сказать, очень хороший университет, мне там очень комфортно учиться. Преподаватели у нас очень образованные, хорошие, всегда помогут, поддерживают, несмотря на то, что я постоянно нахожусь на сборах, всегда находят мне какое-то исключение и очень помогают, так скажем. Ну вот на протяжении вашей спортивной карьеры наверняка вы не раз сталкивались с какими-то трудностями. Можете рассказать об этой стороне медали? Ну, все трудности только предстоят, мне еще 20 лет. Ну, конечно, без них никак. Очень много трудностей было тоже, особенно психологические. Тяжелые тренировки, день по 3 тренировки каждый день, просто ничего не меняется в твоей жизни.
домой можешь ездить, там, я не знаю, за лето там два раза максимум. Можно вообще... А вы сами родом откуда? Сам родом с Кокшетау. Да, у меня родители там живут. У вас были ли моменты, когда вам хотелось все бросить и уйти вообще из спорта? Честно сказать, вот как я перешел к своему тренеру личному, Токенову Кназбеку Ремичу, это было в 6 классе, получается. У меня были легкие тренировки, очень легкие тренировки. И я тренируюсь так, я думал, что я стану олимпийским чемпионом. Потом меня мой тренер повез со сборной Казахстана, это первые тренировки со сборной. А я думал, там такие же легкие тренировки будут, как в моем городе. Тогда ребята готовились на чемпионат Азии по молодежи, они все были старше меня на 4 года. Просто приехав на первую тренировку, я уже после тренировки сидел, плакал. Я вообще, так скажем, шокирован был. И 2 недели вот так вот меня очень сильно мучили, не знаю, наверное, меня проверяли. Вот. И когда я подошел к своему тренеру, сказал, в Петропавловске у нас такие же тренировки будут, как здесь в сборной. Он мне говорит, еще тяжелее будет. И вот тогда я уже звонил домой всем родителям, говорил, что хочу уехать, все, буду, как считаю, тренироваться. Ну, потом собрался, как бы. Ну, вот здесь как раз-таки сработал ваш характер, да? Если бы не борьба, то каким бы видом спорта, на ваш взгляд, вы бы занимались? Мне кажется, тяжелой атлетикой занимался. Но мне очень гимнастика тоже нравится. Вот. Плавание. А так, наверное, тяжелая атлетика, потому что рядом, недалеко от моего дома, вот тяжелая атлетика находится, и там очень хороший тренер Батырбек Аздоев, он воспитывал немало призеров Олимпиады. Вот, наверное, что единственное было. А в жизни вам приходилось использовать силу? Ну так, в детстве только там, и все, а в осознанном возрасте уже нет. Ну, в детстве вы мечтали быть чемпионом? Конечно, мечтал. Ведете ли вы соцсети, и если да, то какая вам ближе всего, и о чем вы рассказываете в своих социальных страничках? Ну, наверное, Инстаграм. Но я особо так не веду тоже в социальные сети. Но думаю, пора начать вести. Наверное. Тем более вы чемпион мира, и всем интересно, чем же вы живете и дышите. Мешает ли профессиональный спорт построению личной жизни? Честно сказать, вообще не мешает. Вот эта борьба, профессиональный спорт, это и есть моя личная жизнь. Это все вот, я живу, можно сказать, борьбой, поэтому никак не мешает. Вот вы еще вначале сказали, что важна дисциплина, питание и тренировки, это уже там, режим сна, да, а тренировки это 30%. Но вот на ваш взгляд, все-таки успех это везение или все-таки работа над собой? Ну, я вообще человек верующий, и в слово везение я не верю. Я просто знаю, если ты достаточно делаешь причины для победы, так скажем, для результата, то Всевышний тебе дает это, и все. Поделитесь своими планами. Планами? Если брать ближайшие там 10 лет, 4 года, то это, конечно, Олимпийские игры. А если брать ближайший год, то это я намерен стать чемпионом мира по взрослым, чемпионом Азии по взрослым. Ну, для начала надо выиграть чемпионат Казахстана. Вот. А так я хочу стать чемпионом мира. Но сейчас тренируетесь, вы на какой чемпионат готовитесь, на турнир в ближайшее время? В ближайшее время, ну, еще календарь так не вышел, так скажем. Ну, на чемпионат Азии, на чемпионат Казахстана, точнее, целимся. Сегодня у вас есть возможность обратиться к подрастающему поколению, возможно, к своим ровесникам, которые занимаются спортом, которые только, допустим, пошли в профессиональную, да, стезю. Что бы вы пожелали, как чемпион мира уже? Ну, в первую очередь я себе это пожелаю, себе скажу напоминание, и вам. Это, наверное, самое главное. Это все просто, так скажем, ничего такого не открою. Все просто, но оно действительно так и есть. Это надо ценить, уважать своих родителей. Вот. Это самое, наверное, главное. Просто быть человеком, быть добрее, скажем так, и все по жизни хорошо будет у вас. Добрее. Вот какие главные качества вы цените в людях? Искренность, наверное. Вот. Искренность, доброту. Очень много качеств, но вот именно искренность я больше всего ценю.
Ислам, мы хотим поблагодарить вас за такое искреннее интервью нашему телеканалу и пожелать вам дальнейших успехов и, конечно же, новых побед, и чтобы вы радовали всех казахстанцев и не раз наш флаг поднимался вверх. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего и до встречи в эфире.